Доброе морозное якутское утро. Сегодня по делам я приехала в 17-й квартал. Хочу осветить вам этот злосчастный микрорайон. Слава богу, здесь сейчас нет собак. В Якутске благодаря нашей окружной администрации полностью ведется борьба с бродячими собаками. Но они есть, но мало. 17-й квартал был застроен в середине 20 века как отдельный микрорайон. Он был такой популярный. Тут были все деревянные дома. В некоторых домах даже был санузел. Но с годами он превратился в такие трущобы. Да? Но квартал сам живет отдельной жизнью. Здесь есть и свое самоуправление, там вот садик, здесь есть известные клубы, почта, также магазины, известные продуктовые. Но в основном он известен тем, что непригоден для жилья. Ну, вот эти все дома, они непригодны для жилья, и живут здесь в основном маргиналы. Но я знаю очень много адекватных, хороших людей, которые до сих пор живут в этом районе. Ну вот, грубо говоря, туалет у них на улице, да, вот такой. Тоже ведровыносная система. Вот это садик. Кто-то уезжает из Якутска, улетает на самолете. Так, ну машины, видите, здесь вообще некоторые люди уже давно, ну не некоторые, большинство, процентов 80 уже переехали с этого района. Да, как бы дома идут под снос. Уже утвержден план микрорайона спортивный, да, который здесь, получается, будет. И даже мэр предыдущий наш Сардана Аксентьева, она говорила перенести мэрию в этот злосчастный район. Ага, вот. Так, тоже вот видите, дом весь попадал, там он весь такой трухлявый. Вот здесь вот мусор у них, туалет, елки-палки, еще холодно, и мужской и женский, видимо, да? М же здесь написано. Это вот такой вот получается туалет 17-го квартала. Ну, как бы это еще окраина. Если я внутрь надо заходить в ту сторону, там, где еще хуже дома, я боюсь. Потому что там очень много маргиналов. Алкашей там, которые там ходят. Они могут тебя избить, ограбить. Ну, поэтому пока только так. Ну, вот он только, видите, он вот застраивается. Вот дома вот так вот блочные будут. Здесь рядом дом, школа Олимпийского вот резерва. Можно увидеть его вдалеке вон.